обсуждали, обменивались опытом по имплементации национального превентивного механизма, который предусмотрен факультативным протоколом Конвенции против пыток. Надеюсь, что в Таджикистане этот механизм тоже будет введен в будущем. Я рассказывал сегодня о польском опыте работы этого механизма и скорее даже о проблемах. Этот механизм заключается в том, что омбудсмен или какой-либо орган, который определен государством, мог беспрепятственно войти в места лишения свободы. Места лишения свободы это не только, это в широком понимании, это не только тюрьмы, скажем так, и следственные изоляторы, но это все остальные места, где свобода человека так или иначе ограничена. То есть мы говорим и о психиатрических больницах, мы говорим о детских домах, мы говорим о центрах, в которых содержатся иностранцы, которых будут депортировать, мы говорим о учреждения для людей с наркозависимостью, где они лечатся. Во всех этих местах каким-то образом свобода человека ограничена, и поэтому нужен особенный контроль, чтобы их права не нарушались. Я понимаю, что в обществе это не популярная тема, потому что в тюрьмах обычно сидят преступники, но это не обозначает, конечно, что люди не должны нести ответственности. Они должны нести ответственность и должны отбывать такие сроки наказания. Но, так как права человека универсальны, необходимо с ними обращаться с уважением их человеческого достоинства. В тех тюрьмах, где вообще тюрьмы сами по себе закрыты, и туда не допускаются ни контрольные органы государства, в особенности омбудсмен, который стоит на страже прав человека, куда не допускаются организации гражданского общества, то есть такие закрытые учреждения, там есть более высокая вероятность того, что права человека, людей, заключенных или в свобода которых ограниченно будут нарушаться. В Польше все тюрьмы на самом деле открыты, и если говорить о пытках, то проблемы в принципе нет. Есть проблемы какие-то, которые касаются бесчеловечного, унижающего достоинства обращения. То есть, но пытки сами по себе это не системный вопрос, это только, скорее всего, единичные случаи. Но это не заслуга того, что в Польше прекрасные люди, да, и никто никого не хочет пытать. Это заслуга общей системы, в которой государственные органы, во-первых, открыты, есть общественный контроль, есть тоже механизмы контроля над деятельностью государственных служащих, это и в полиции, потому что большинство пыток, которые касаются, могут в действительности касаться каждого из нас, да, то есть это пытки применяются на этапе первоначального задержания, до момента, когда человек будет доставлен к судье. И плюс места лишения свободы, плюс надзор, судебный надзор, который необходим, чтобы люди могли защищать свои права. То есть это такая, скажем так, всеобъемлющая система, которая в государстве должна функционировать и которая обеспечивает людям чувство и безопасность, как бы, и личную безопасность, и обеспечивает то, что мы себя в своем государстве чувствуем свободно и не боимся того, что государство по отношению к нам применит какие-то свои силовые полномочия.